Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии. Сегодня у нас рыбалка с командой Антона Симерова. Итак, ребята вот уже начали буриться. Посмотрите, вот отдолбили верхнюю часть льда топором. И, собственно, бурят лунки. Бурят шуруповертом, вот, посмотрите. Что за шуруповертом-то? Макита. Где такой взял мощный? Продается в магазине Рыболов, приобрел недавно, это очень хороший шуруповерт. Сколько мощность, какая у него? Он по мощности? 18 ватт? 18 вольт. Ватт, да? 5 ампер. На одном заряде сколько пробурили? Штук 10, да? Где-то так. Это минус это 50 градусов. Да, вчера было холодно. Ага. Очень хороший шуруповерт. Рекомендую рыбакам. Заряд сколько тут? Что показывает, да? Ага, зарядку показывает тут. Фонарь. О, полная зарядка. Ага. Ну ясно. Ну давай добуривай, посмотрим. Рыболов на Юрского. Ясно. Ну, короче, понятно, ага. Поняли, где взять это шуруповерт. Вот, посмотрите. Толщина льда. Толщина. 2 метра. Это снег нарощенный еще, да? Да. И то не дошло. Извините. 130-й. Да, 130-й бур, поэтому вот, ребят, неплохо бурится. Итак, мы установили палаточку, вот разожгли керону. Сейчас вот маленько хотим перекусить, пока это все нагреется. У Антона Симерова палатка «Медведь», 3 трехместка. Вот. Я очень скучаю по своим палаткам, печкам. Сейчас начнем рыбачить. Посмотрим. Ребята там говорят, что-то срывается. Вот перекусывать будем по пути. Маленько. Ребята сидят поодаль, вон там потихоньку люди прибавляются, все больше и больше людей. Приезжают на рыбалочку тоже. Там что у нас сегодня на обед день, да? Почки заячьи, верченые. Тушенка. Тушенка. Сделана в Якутии. Такой стол. Сейчас пообедаем, потом будем продолжать рыбалку. Нам удалось увидеть в камеру щуку и сига. Значит, рыба тут есть.
Вот, дома. Каждому журнал Байнай от издательского дома СГ. Вот, можете подписаться на этот журнал. Ребята, если не подписаны, вот вам даю как рекламный журнал. Каждому по журналу. Да. На 2, потом это куда-нибудь отдашь. Это наш интерьер. Подаришь. Благодарю. Руководителю подаришь, начальнику, может ты охотник, рыбак. Вот и Стас поймал. Ожидание реальности. Тигр. Первый трофей. Первый трофей. Тигр местных рек. Кирлушкана, наверное. Так, ходили на обед к ребятам, увидели, что подошел небольшой по своим габаритам этот окушочек. Сейчас мы его попробуем взять на опарыша замаринованного. А потом глаз у него вытащим сразу. Как только возьмем. Опарыш замаринован, получается, в ваниле. А? Так, попался тигр местных рек. О, У меня попался тигр местных рек. Где? Я счастлив. Сейчас я у него это глаз возьму. Извини, друг. одолжу я. Должу я у тебя глаз. Сразу крючком он нахаять. Нет. А так ломается, понимаешь? Вот смотри, как красиво получилось, эстетически. Все должно быть эстетически красиво. Вот. Под водой то же самое. А то когда наживаешь, не видишь ты было. Нет, я же под чеку давлю. И он сам вот так. Пык. Глаз. Когда что делаю? Наживляю, да. Ага. Не, эмбри, ты его крючком цепляешь, а потом, когда дергаешь, он у тебя разрывает то место, где. А когда ты просто его насаживаешь, там маленькая дырочка происходит. Вот. Оп. И с этой стороны оп. Все. И он дольше держится. Оба-на. Оба-на. Хороший, хороший, хороший. Давай, 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 давай. Вот тут он рад. Тигр взял, да? Да. О, красава, вообще. Антон Симеров, посмотрите. Только что на ваших глазах он это сделал. Покажи, Антон, своего окуня, который крупного. О, самый крупный. Крупнее не бывает. Самый крупный окунь за сегодня и за вчера. За 2 дня. Пойманный Антоном Симеровым. Поздравляю тебя, мужчина. Хорошего взял. Достойный трофей. На сегодня. Да. Есть. Кто-то взял. О, Какой. Ой, какой маленький. Ну, кошаку возьму. У меня кошак дома живет. Кошак классно. много не надо мне. Кошаку несколько штук возьму. Мелких. Кстати, у меня на глаз взяла, да? А ты что? Надо, нет глаз на тебе маленький? Возьми, если надо. Кошаку-то без разницы. С глазом, он без глаза. И ёбка взять. Этого медь ебаная.
Без бокала баня. О! О! Ой! Оп. Ой, 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 ой. Ой. Камера көнне да. Показалось, ага. Ой, ой, ой. Какой тигр. Иди обратно. Сейчас я. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу рыбалку. Значит, после поимки нескольких окуней мы решили переехать, и Нас наказали. случилась одна непредвиденная ситуация. В общем, будьте осторожны при использовании вот таких шуруповертов, потому что когда я бурил вот эти лунки, то шуруповерт выскочил у меня из руки, обороты слишком большие, шнек закусило льдом, и он оборотом ударил мне ручкой прямо вот сюда. И на ручке там имеется вот такая железная петля, которая предназначена, чтобы шуруповерт подвешивать, либо еще там для чего-то. Вот этой петлей мне тут немножко рассекло, но благо глаз не задело, только кожу. Поэтому я быстренько наложил лейкопластырь. Вот. Ну и будет такая небольшая гематома. Поэтому будьте осторожны, кто будет использовать такие шуруповерты. Рекомендую сразу снять вот эту железную петлю. Ну и эту сторону как-то, как говорится, укутать поролоном. Потому что мало ли что будет срыв. Вот. И вот получается у меня вот шуруповерт как раз сравнялся с уровнем глаз, вот, и в этом месте как раз произошел срыв, и он сюда вот прилетел. Поэтому вот так вот. Ну что же, это дело, суть дела не меняет. Мы продолжаем нашу рыбалку. Надеемся, что здесь будет хороший клев. Не зря сюда переезжали с такими травмами. Так, ты чего насадил-то? Опарышей, да? Опарыша. Который маринованный или который это? Который живой. Живой, у нас даже живые есть. Который... Они оживут, нет? Или что, уже все? Ага. Они в тепле держишь, они сразу оживают. Жесткой бади. О! О! Красота, а! Оба-на! Смотри-ка. Чебачок. Чебачочек. Чебачок, друзья. Я еще раз дико прошу прощения за свой вид, но у меня чебак. Взял на опарыша. На опарыша взял. Так, ну что, куда будем скидывать улов-то? Куль надо заносить? Ну, вот туда. Пока не надо. Пока так. Хороший размер, да? Да, кстати, размер приличный. Что мне удивило. Но я знаю места, где побольше есть. Гигантские. Антон Симеров хочет ко мне приехать в эту весну. Надеюсь, впервые у него получится приехать в Жиганский район. Поэтому... Спустя 3 года, да? Да. 3 года знакомства. Ты можешь приезжать. Я его постоянно так-то приглашаю, но... Что-то он... Ломается, да? Что-то он ломается. Что-то у меня не получается. Или еще что-то там. У тебя клюет? У меня клюет. Ага. А тут... Ага. Есть. О, ёрш подошел. Я ерша поймал. О, блин.
Это плохой знак, друзья. Если ловятся ерши, не жди хорошей рыбы. Ерша заберем, да? Глаз. Ершовый глаз, кстати, да. Надо бы на ершовый глаз попробовать. Идите, медведь, вставляю там, если честно. О! О, неплохо взял. Как это? Смотри-ка, за верхнюю, да? Значит, они еще повыше ходят. Чуть-чуть повыше Вот приподнимем. она рыба. Ну, ты смотри-ка. О, блин! Она сейчас чуть-чуть выше начал поднимать, она даже походовку дала. Тут бегает. Может, сильно. Все сидает. В основном на лещи и на карпа. На глазик попробуем. Ершовый. Катать. Несі сталар. Отохон тахнами қандық. Макита рулит. А как еще что-то, а? Что, поверь, что иначе, конечно. Джельты джельты. Краина. Мало хану. Эй, елка, опоздал. Ребята спят, да? Ребята, вот. Хая! Так, ребята, вот смотрите, сколько тут наловили. Красавчики. У нас даже вот самый крупный, наверное, вот такой вот. Может и то даже меньше, да? Или такой же? А то такой же. Да, такой же. Чуть больше. У нас 7 штук. 7 штук. А ты ролла демчика тохтал. Надо, ребята, вот Вообще кушают. Мы тоже хотим покушать маленько. Ну так Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу рыбалочку. К сожалению, сегодняшний вечер, мы надеялись на этот вечер, он оказался таким же безрезультатным, как вчера. Поэтому ни одной поклевочки. Смысла тут всю ночь сидеть опять нету. Поэтому я под конец поймал еще одного ельца вот небольшого. Итого у нас 8 ельцов и 5 окуней. В общем, на этом мы заканчиваем наш сюжет. Берегите себя, будьте осторожны. Всем спасибо, всем пока. И батарея садится уже на устройстве. О, блин. Так, вот он там собирает на пиво. Широком. Да, широком оставить. Вот самодельники. Это Антон гордится очень, вот самодельный мебель сделал. Полы, посмотрите. Самодельный пол. Да, самодельный Ламинат. Могу сделать из кафеля. Да, вот он хочет запатентовать свою идею и уже начать продавать эти такие полы. Поэтому заказывайте. Антона будет в описании. Bu kaçtar dur bana.
Ага, вот здесь вот палаточки рядом стоят, но их не видно. Ближние может видно, вон дальние уже не видно. Ну все, вот такая вот прошла рыбалка. Всем спасибо. Всем пока. Товарищи. Ну, так, так, вот расположение ребят в палатке. Сейчас они будут тоже собираться. Шуруповерты. Вот он этот злосчастный шуруповерт, которым вот этот вот гайка, вот это крепление вот. Оно очень коварное, поэтому будьте осторожны. Сразу, да? Да, вот этой штукой надо вот, мне кажется, ее сразу надо снимать и в эту сторону как-то полностью это вот наклеивать поролонки, потому что эта штука очень серьезно может травмировать. А? Мы же первый день пользуемся, поэтому как бы... Это не считается за отмазку. Все должно быть безопасно. Ну, на самом деле, да, у всего есть, конечно, свой этот. Ко всему надо обращаться и все будет. Ко всему надо привыкать. Ну вот, бур, получается, попал в этот воздушный пузырь, который находился во льду, и его закусило. За счет этого вот слетело с руки. Вот. Вот ребята собираются. Палатку, смотрите, как дополнительно утепляют, потому что холодно в палатке, нагревается. Точно. Вот этого не хватило. Вот такой лед, да? Толстый. Я говорю, надо уже менять надо будет. Не годится такой.